Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. Смотрите сегодня в выпуске. Проекты приняты. В администрации района состоялось заседание комиссии по проектам народного бюджета. Чистая вода. В поселке Вайвож проводится модернизация объектов водоснабжения. И праздник по-спортивному. Сосногорцы активно отметили День России. В администрации района состоялось заседание бюджетной комиссии. Большинство проектов народного бюджета, собранные в феврале-марте этого года, были одобрены для отправки на рассмотрение в администрацию главы Республики Коми. Андрей Калиничев подробнее. Перед началом работы к членам комиссии посредством видеосвязи обратился руководитель проектного центра инициативного бюджетирования Дмитрий Сизев. Он приветствовал коллег, акцентируя внимание на важности работы. Хотел бы напомнить, что когда вы перейдете непосредственно к подготовке своих заявок, присылайте их также нам на проверку в проектный центр. Мы проверим ваши заявки, проведем, так сказать, независимую экспертизу, дадим вам обратную связь в виде баллов, да, и дадим рекомендации по тому, как увеличить баллы ваших заявок, для того, чтобы заявки имели больше шансов на победу. Стоит отметить, что в этом году на собраниях граждане выдвинули 61 заявку по проекту «Народный бюджет». Все предложенные проекты ранее были озвучены жителями муниципалитета на собраниях. В этом году по всему району их прошло 16, включая сельские населенные пункты, а также Вайвож и Нижний Одес. В собраниях приняло участие около 600 человек. Проекты были предложены по 11 направлениям. Сосногорцы голосовали не только на встречах, но и в интернете. Всего опросы собрали более 10 тысяч голосов. Однако администрация главы региона готова принять не больше 40 заявок от каждого муниципалитета. Часть существующих заявок была снята, поскольку прошла отбор конкурса ПАО «Лукойл». От нескольких проектов отказались сами инициаторы. Некоторые заявки получили отрицательное заключение профильных служб. Например, обустройство озера в поселке Ирайоль невозможно, поскольку территория вокруг озера не входит в территорию населенного пункта. Проекты очень хорошие, проекты разнообразные. Радует, что принимает активное участие жители не только города Сосногорска, но и всех поселков Сосногорского района. Очень много проектов. И благоустройство, образование, культура, здравоохранение. Появился новый блок охраны окружающей среды. То есть призываю людей, всех людей быть очень активными, проявлять активность. И город наш будет жить, расти и цвести. Надеемся, что все наши 41 проект будут приняты в городе Сыктывкаре. В этом году на территории муниципалитета будет реализовано 20 проектов народного бюджета. Сколько проектов пройдет на 2025 год, будет известно после рассмотрения заявок в администрации главы Республики Коми. Заявки будут отправлены до 20 июня. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Павел Дурников. Вести Тимана, Сосногорск. В поселке Вайвож проводится модернизация объектов водоснабжения. В рамках утвержденных инвестиционных программ, а также концессионного соглашения смонтирована и успешно запущена станция обезжелезивания воды. Глава Сосногорского района Ильдар Махмутов лично убедился в том, что качество воды изменилось в лучшую сторону. Чистенько. Можно пить, да? Да? Ну, шпилю. Корка не чувствуется, корка там, в минимальных дозах, она идет чисто только для удаления железа. Очень хорошая, чистая. Станция обезжелезивания воды на Вайвоже с проектной мощностью 54 кубометра в час уже работает. Очищенная вода поступает потребителю. Ресурс фильтров рассчитан на 10 лет. Затем их заменит подрядчик. Об этом директор организации «Водосервис» Артем Фролов рассказывает главе муниципалитета. Сама станция водоподготовки автоматическая. Сотрудники только следят за показателями. Уже сейчас в домах и квартирах заметно возросло качество воды. Но это лишь первый этап работы по приведению питьевой воды в поселке в нормативное состояние. Чтобы житель получил вот эту, как говорится, такую же воду, которую мы попробовали из-под крана здесь, нужно
заменить коммуникации, которые от центрального идут до жилых домов, и внутри жилых домов также заменить старые коммуникации. Напомним, воевожцы не один раз жаловались на качество воды, пока не удалось заключить концессионное соглашение в рамках инвестиционных программ. Этой зимой начался монтаж станции обезжелезивания воды. В июне он завершился, и станция начала работать. Огромное спасибо главе Республики Коми, вам как руководителю района, правительству, службе по тарифу, что вот концессия у нас подписана, и что все эти работы начались, то есть все под контролем, работы идут. Следующий этап концессионного соглашения – реконструкция очистных сооружений. Подготовительные работы уже проведены. Основные этапы придутся на 2025-2026 годы. Мы постепенно подготавливаем, так скажем, почву для того, чтобы нам в дальнейшем было проще. Мы некоторые работы в текущий момент уже производим на очистных сооружениях, но уже такие глобальные работы мы планируем со следующего года начать. Глава похвалил руководство предприятия за составленный план работ по модернизации объектов водоснабжения поселка и четкое следование плану. Из поселка Воевож Полина Вивденко, Наталья Максимова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В День России в Сосногорске увековечили память участника СВО Павла Степинш, который погиб в ходе спецоперации. Дань памяти герою отдали его родные, представители руководства Сосногорского и Ухтинского районов, члены общественных организаций, друзья и коллеги бойца. Подробности далее. Павел Юрисович родился в Сосногорске 7 октября 1981 года. Более 20 лет проработал на Сосногорском ГПЗ, затем трудился в учебно-производственном центре общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Ухта». Защищать родину вызвался добровольцем в сентябре 2022 года. 6 апреля 2023 Павел Степинш в ходе выполнения боевых действий получил множественные ранения, несовместимые с жизнью. Самое дорогое, что у человека есть, это жизнь. И наши воины отдают жизнь свою за нас с вами. Это мы должны помнить. Кто молится, молиться, поминать. А кто-то может, пока не молится, добрым словом, добрыми делами. Мы соболезнуем всем близким и родным, потому что, что мама, у мамы что самое дорогое? У мамы самое дорогое – это дети, сыночек. И поэтому и мама – это героиня, потому что она отдала самое дорогое, что у нее есть, это сын. Ребенок. И Господь, конечно, примет эту великую жертву, как сам распятый на кресте за наши грехи. Подвиг Павла Степинш – истинный пример мужества и самоотверженности. Глава Сосногорского района Ильдар Махмутов поблагодарил от имени всех жителей муниципалитета родителей героя. Хочу поблагодарить родителей Павла за то, что вырастили настоящего сына, настоящего патриота Родины, России, который пошел добровольцем служить, защищать интересы нашей страны. Спасибо вам большое, низкий поклон, вечная память. Близкие, коллеги и друзья вспоминают о Павле только хорошее. В жизни, помимо работы, он увлекался рыбалкой, охотой, любил путешествовать. Верный друг, любящий отец и сын. Память о герое навсегда увековечена не только в сердцах родных, но и в истории. Андрей Калиничев, Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь о других новостях короткой строкой. На улицах Сосногорска впервые появились гидровазоны с живыми цветами. Это современные элементы уличного оформления, которые используются для украшения тротуаров и ограждений проезжей части. Внутри конструкции находится субстрат для растений с добавлением специального удобрения, что не позволяет грунту пересыхать. В гидровазонах он равномерно увлажняется, при этом не нарушается кислородный режим для корней растений. Таким образом, они остаются здоровыми и красивыми на протяжении длительного времени. Сотрудники управления ЖКХ установили новые гидровазоны в рамках экологического субботника «Зеленая весна». Яркие цветники появились на улице 65 лет Победы и на перекрестке улиц Оплеснина и Зои Космодемьянской. Обучающиеся и сотрудники Сосногорского технологического техникума обновили скульптуру «Слава труду», покрыли ее слоем свежей краски и провели уборку на прилегающей территории.
Монумент родом из середины 60-х годов и отражает дух той эпохи. Ударный труд и старт в освоении космоса. Он находится рядом со стелой «Живу, люблю, горжусь». В Доме детского творчества прошло мероприятие «Стоп-буллинг». С профилактической беседой выступила старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Сосногорску Анастасия Беккер. Она рассказала, что относится к понятию буллинг и какие последствия он может иметь. Мероприятие продолжили педагоги-психологи Дома детского творчества Ирина Зарубина и Любовь Ваулина. С тренингом «Мы вместе». Он помог ребятам разобраться в причинах буллинга и понять, что нужно делать, чтобы его предотвратить. В минувшую среду сосногорцы отметили День России. Уже традиционно горожане проводят праздник по-спортивному. Начали день с муниципального первенства по дуатлону, в котором приняло участие более 100 спортсменов. В этом виде спорта велосипедная езда чередуется с бегом, в чем и заключается сложность. В честь праздника, внимание, марш! Среди участников были спортсмены разных возрастных категорий. В каждой возрастной группе свои километражи, дистанции. Соревнования достаточно трудные для подготовленных спортсменов. Отрадно, что у нас участвуют гости всегда из Ухты и все спортивные секции нашей спортивной школы. Галина Трубина отметила, что главное в этих соревнованиях для спортсменов – выносливость, терпение и скорость. Без сложностей на дистанции не обходится. Самое сложное – это после велосипеда переходить на бег. Ноги болят очень сильно. Вот эти вот горки, которые там вот длинные пути вот эти вот были. Ну вот горки, вот, где вот на велосипедах были самые тяжелые. Влад Кривуцкий также отметил, что самое сложное – подъем в гору. Однако юноше, несмотря на непростую дистанцию, удалось занять первое место в своей возрастной категории. Я тренировался. И еще мне папа на самую маленькую звездочку включил на велике. Я быстро разогнался и поехал. Несмотря на спортивную конкуренцию, атмосфера на мероприятии была легкой и дружественной. Сосногорцы зарядились энергией и отличным настроением. Самое главное – не победа, а участие. Многие участники соревнований по дуатлону, и не только они, вечером вышли на площадь Гагарина, чтобы присоединиться к ежегодной всероссийской акции «Велоночь». В этом году на старт вышло более 350 поклонников двухколесного транспорта. Поехали! Участники велопробега проехали почти 8 километров по улицам города. Стартовали на площади Гагарина и финишировали там же. Акция собрала и спортсменов, и любителей. Многие пришли семьями. В основном каждый на тренировках, а вместе мы только когда вот какие-то спортивные совместные соревнования. Любим кататься на велосипеде и просто погулять. Я тоже люблю там поучаствовать везде. Хочу очень велик выиграть. Велоночь – это общение с людьми, это спорт. Спорт – это норма жизни. Хорошее настроение, при всем сегодня прекрасная погода. Велоночь – это такое мероприятие массовое, спортивное, городское. Вот, оно объединяет всех спортсменов, любителей, просто желающих кататься. И это участие, оно, сегодня, опять же, День России, это единение России, да, и вот тоже мероприятие, спортивное мероприятие «Велоночь», этим самым мы тоже показываем, что мы вместе, мы все едины, и мы непобедимы даже в этом деле. Завершился праздник спорта лотереей от спонсоров мероприятия. По номеру регистрационного браслета можно было выиграть призы, главный из которых – велосипед. Он достался ученику школы номер 2 Александру Савину. Я сегодня пришел один по своему желанию, думал, попытаю удачу, повезет, не повезет. Как видите, повезло. Сначала хочу похвастаться маме, чтобы мама мной гордилась и так далее. Буду ездить, наверное, друзьям, покажу всем. Велоночь стала прекрасным завершением праздничного дня. И в завершении выпуска коротко о погоде. На выходных и в начале следующей недели в Сосногорске ожидается от 9 до 20 градусов тепла. Переменная облачность, местами усиление ветра и дождь. На этом пока все. Увидимся в ближайших выпусках нашей программы. Хороших выходных и до встречи. Военная служба по контракту.
Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88. В микроволновку нельзя помещать фольгу, она может загореться. Электрический нагреватель нельзя ничем накрывать. Он может перегреться и вспыхнуть. Никогда не оставляй утюг горячей подошвой вниз. И не забудь его отключить. Всегда соблюдайте простые правила безопасности.